Ассаляму алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Лицо казанской национальности. Евгений Баратынский. Казань была для меня маловдохновительной. Казань на Боратынского встречается и иное написание фамилии Баратынский. Поначалу Казань на Баратынского не произвела никакого впечатления. Свой приезд сюда он воспринял как изгнание. «Вообрази себе», – писал он своему приятелю Киреевскому, «что мы совсем нечаянно собрались ехать в Казань. На самом деле приезд был связан с необходимостью устраивать запущенные хозяйственные дела в старинном поместье Каймары в 20 верстах от Казани, которое получила в приданое его жена Анастасия Энгельгард. Правда, друзья подшучивали, что Баратынский сбежал от холеры, свирепствовавшей тогда в Москве. «Вижу по газетам, что у вас не прекращается холера», – отписывал поэт Путяти в июне 1831 года. Поэт вел замкнутый образ жизни, сторонился света и новых знакомств. Даже спустя полгода он признавался, что мало еще познакомился со здешним городом. Единственным человеком, для которого он сделал исключение, был поэт Перцев, заслуживший похвалу Пушкина. «Он мне читал отрывки из своей комедии в стихах», – писал Баратынский, «исполненные живости и остроумия. С ним одним я здесь говорю натуральным моим языком». Впрочем, очень скоро поэт поменял свое мнение о Перцеве. Может быть, он человек с умом и даже хорошими душевными качествами, но как-то существо его не гармонирует с моим. Мне с ним неловко и не весело. Вообще Баратынский никогда близко не сходился с людьми и чувствовал себя среди них чрезвычайно одиноким. Печаль, грусть, тоска – постоянные спутники поэта и темы его психофилософических изысков. Печальнее художника в русской поэзии надо еще поискать. И вот сентябрь, и вечер года к нам подходит. Вся жизнь поэта – один затянувшийся вечер года. В юности у Баратынского были близкие отношения с Пушкиным, часто цитировавшим его строки. Но с годами дружба стала остывать, переходя в отстраненно-холодное уважение. В абсолютной гармонии Евгений Баратынский пребывал лишь со своей первой и последней настоящей любовью – Анастасией Энгельгард, которая пережила его на 16 лет и даже после его смерти думала и вспоминала о нем как о живом, не обрывая незримую духовную нить, связывающую сей мир с потусторонним. Несмотря на всю несветскость натуры Баратынского, оградить себя полностью от казанского радушия и хлебосольства не удавалось. «Мы переехали из деревни в город. Я замучен скучными визитами», докладывал в очередном письме своему московскому адресату поэт. В Казани знали, любили и ценили его поэтический дар, взахлеб читая его стихи, правда переписанные, а не печатные. Местные литераторы собрались издавать свой журнал. Он, кстати, вскоре вышел под названием «Заволжский муравей», приглашая к сотрудничеству и Евгения Абрамовича. Но поэт, отдавая предпочтение журналу Киреевского «Европеец», отнесся к этой идее с некоторым столичным опломбом. Вскоре у Баратынских образовался небольшой круг знакомств. Историк Арцебашев, человек очень ученый и в разговоре приличный,
астроном Симонов, математик Лобачевский. Одна казанская дама, как писал поэт, женщина степенных лет, не потерявшая еще притязаний на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которое я должен отвечать. Это была писательница Александра Фукс, жена известного профессора Карла Фукса. Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхваливал ее красоту и гений. Так прокомментировал его ответ Пушкин, которого 2 года спустя, во время приезда в Казань, Баратынский познакомил с супругами Фукс. Александра Андреевна оставила об этом свои воспоминания. Задумавшись, я сидела в своем кабинете, ожидая к себе нашего известного поэта Баратынского, который обещал заехать проститься и грустила об его отъезде. Баратынский вошел ко мне в комнату с таким веселым лицом, что стало даже досадно. Я приготовилась было сделать ему упрек за такой равнодушный прощальный визит, но он предупредил меня, обрадовав новостью о приезде в Казань Александра Сергеевича Пушкина и о желании его видеть нас. В 6 часов вечера мне сказали о приезде к нам Пушкина. Я встретила его в зале. Он взял дружески мою руку со следующими ласковыми словами. «Нам не нужно с вами рекомендоваться. Музы нас познакомили заочно, а Баратынский еще более». Да, Болдинская осень в Каймарах не состоялась, хотя поэт был полон творческих замыслов. Но нельзя сказать, что казанский период вообще никак не сказался на творчестве Баратынского. «Ты прав», – писал он редактору «Европейца», что Казань была для меня мало вдохновительной. Надеюсь, однако ж, что несколько впечатлений и наблюдений, приобретенных мною, не пропадут. Это была пора экспериментов. Баратынский, последовав примеру Пушкина, повести Белкина, пробует себя в прозе и даже впервые публикует мистическую повесть «Перстень». В первый раз берется писать драму. К сожалению, текст не сохранился. Баратынский сжег рукопись, поняв, что проза не его стихия, что ему удобнее излагать свои мысли и чувства рифмованными словами. И еще один важный вывод Баратынского. Провинциальный город оживленнее столицы. Говоря оживленнее, я не говорю приятнее, но здесь есть то, чего нет в Москве – действие. Разговоры некоторых из наших гостей были для меня очень занимательны. Всякий говорит о своих делах или о делах губернии, бранит или хвалит. Всякий, сколько можно заметить, деятельно стремится к положительной цели и оттого имеет физиономию. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов и политических, и поэтических. Всматриваясь внимательно в общество, я, может быть, напишу что-нибудь о нем. Но я уже довольно видел, что местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному. Губернский роман Баратынский так и не написал. Главный итог его казанской жизни не в творческих находках, хотя здесь были созданы замечательные поэтические произведения «На смерть Гёте», «Мой Элизий», «Мадонна», «Где сладкий шепот». Но не в этом, не в стихах, а в том, что он здесь в полной мере ощутил благодать семейного счастья, как он сам писал. На свое дарование поэт смотрел как на поручение, которое необходимо исполнить, несмотря ни на какие препятствия. Но главным стержнем его существования,
вновь и вновь возвращающим поэта к себе и к небу, была Анастасия Энгельгард, однажды решившаяся делить его волнение, в нем таинство, печали полюбя. Казань была последним местом, где Баратынский чувствовал себя покойно и счастливо. Потом в нем произошел нравственный надлом, из которого не было исхода, и только Анастасия своей беззаветной любовью могла как-то поддержать поэта. «Ты смелая и кроткая со мною, в мой дикий ад сошла рука с рукою». Как лечили душевные болезни в XIX веке? Более верного средства, чем путешествие за границу, не было. Париж, Марсель, Неаполь. Удивительно, но лекарство сработало. Баратынский стал оживать, что сразу отразилось и в его творчестве. Цикл итальянских стихов. Но вдруг слегла его ангел-хранитель Анастасия. Бессонная ночь в ее постели, страх потерять единственного близкого человека, тяжкие раздумья о своем возможном одиночестве в будущем – это оказалось для Баратынского смертельным ударом. Словно отдав свои последние силы больной и горячо любимой женщине, он отошел в мир иной. А Анастасия выздоровела, а Баратынский умер. Ему было 44 года. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам!